Мәгълүм, кеше дөньясы килде Адам белән Хава радиллаһу анһадан. Ягъни ата-ана булды бер, алардан килде күп халык. Ничек Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Мин сезне кабила барлыкка китердем, бер-берегезне таныр өчен", дип әйтә. Һәм дә шушы аяттардан күрәбез ки, без җәмгыять хәлендә барлыкка килгәнебез күрсәтә Аллаһның сөннәтенә. Аллаһның сөннәте дигәнебез күрсәткән юлы безгә яшәргә, ул да булса җәмгыять, ягъни кешеләр арасында яшәү. Бу атала сөннәтулла. Шул сәбәптән дә Адам алейһиссаламнан башлап аны күрсәтеп килде бөтен пәйгамбәрләр. Нәрсәне күрсәттеләр? Алар бер кашын ялгыз яшәмәделәр, ялгыз урман эчендә яки тау башында яшәделәр халык арасында. Һәм дә бу күрсәтә ки, кеше яши кеше белән бер авылда, шәһәрдә, ягъни кыскача әйткәндә бер халык, бер җәмәгать яки җәмгыять шәклендә. Һәм дә шуннан да күренә, бу асыл бер кагыйдә, бергә яшәү асыл. Ягъни һичбер кеше ялгыз үзенең нәфсен саклыйм дип тау башында яки урманда яши алмый. Пәйгамбәрбез шәкелендә берничә көнгә барып килү, әлбәттә ул сөннәт, ләкин пәйгамбәрне күрәбез 40 яшеннән 23 ел дәвамында яшәде халык арасында һәм дә динне өйрәтте. Всевышний Аллаһ в суре Зухруф говорит: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аль-ахилляу яумаидин ба'духум ли ба'д адувун. В тот день, имеется в виду судный день, день, когда не будет земного шара, не будет домов, не будет будильника, который будет нас, не будет никаких задач, которые нужно решить, не будет плана, будет только площадь и народ. И вот в этот день Аллах говорит: некоторые друзья, ба'духум ли ба'д, некоторые друзья некоторым друзьям будут адувун, будут врагами, говорит Всевышний Аллах в суре Зухруф, аят 67. Сура из Корана Зухруф. Аллах не говорит, враги будут врагами, а говорит, некоторые друзья некоторым друзьям будут врагами, говорит Всевышний Аллах в Коране. Мы знаем, раз Всевышний об этом говорит в Коране, значит, это истина, это хак. И как раз таки это является нашей темой сегодняшней проповеди. Тема называется «Отношение друзей», отношение к друзьям, какие есть обязанности. На это решили посвятить данный сегодняшний день Джумуа. Пророк, да благословит Аллах и приветствует, говорит: «Ар-раджулю аля дини халилихи». Человек на религии своего друга. Как у нас говорят, кан арбас на утарсан, шанун жерлысан. Есть некоторые предложения в нашем народе, очень близко к хадисам и к аятам из Корана, но чуть-чуть видоизмененные, но смысл таков. То есть смысл действительно истина. Не зря говорили, кан арбас на утарсан, шел жерлана синдеда. И вот пророк говорит, человек аля дини халилихи. Халиль, халилуллах, знаете, друг. И вот пророк говорит: «Фальянзур ахадукум ман юхаль».
Поэтому смотрите, кто ваш друг. То есть показывает, что пророк говорит нам, что друг, как бы он ни был и кем бы он ни был, он будет влиять. Он по-любому будет влиять на нас. Поэтому, что здесь есть то, что мы должны запомнить. Мы знаем, в нашем мире есть очень много полезных вещей, но также есть вещи, которые нас не радуют. То есть это называется ситуация, когда мы не готовы, и при столкновении с ситуацией мы, во-первых, теряем настроение, от настроения наш язык меняется, и меняется все тело, и человек начинает злиться. И вот поэтому пророк говорит, в хадисе упомянутый Файзуль Кадир, том 6, говорит, кушай только с тем, кто богобоязнен. Кушай только с тем, кто богобоязнен. Только с тем, кто боится харама. Кушай только с ним. И дружи только с верующим, говорит пророк. Использует слово «только» пророк. Говорит, только с верующим дружи и только ешь с тем, кто боится Всевышнего Творца. То есть, вся наша жизнь – это работа, зарплата, еда, одежда. В основном, как мы видели в месяц поста Рамадан, когда мы отказывались от еды и питья, мы заметили, что, оказывается, очень много времени у нас есть свободное. И это было как раз-таки время, когда мы уделяли еде. То есть, готовили кушать, посуда и все остальное. И вот здесь пророк говорит, смотри, с кем ты кушаешь. Почему именно так пророк настаивал? Мы знаем, что если друг, если у него дух здоровый, и у нас будет рух, дух здоровый. Если мы вдвоем будем здоровыми, значит от нас образуется коллектив, образуется селение, народ, тоже здоровые. Но если есть где-то, который называется как на медицине гангрена, то испортится рядом стоящий, испортится дальше стоящий, и так по цепочке все испортятся, то есть фалакат киля бәлә бөтен яшаган халыкка. Шуның өчен дус ул кем? Дус ул Аллаһны искә төшерүче, ашар алдыннан кулына ю дип әйтүче, һәм дә туз кап, пәйгамбәр туз каба иде дип әйтеп, аны искә төшерүче, һәм дә үзенең холыкы белән безгә үрнәк күрсәтүче, һәм дә әлбәттә гыйбадәттә намазны искә төшерүче. Шуның өчен шундый дуслар безнең булырга тиеш. Но мы знаем, что когда два друга любят друг друга, когда говорим «любят», надо понимать, как дети любят родителей, как не как мужчина любит женщину, а именно как друг. И вот здесь у нас в религии, в исламе есть обязанность. Мы должны говорить другу своему, что мы его любим. Что я его люблю, должен говорить другу я. Это является обязанностью мусульманина. И здесь мы должны помнить, что любовь должна быть
внутри правила. Правила, естественно, не мы сочиняем, правила из хадиса. Пророк говорит: люби друга не сильно и не слабо, то есть середина, золотая середина. Люби его средне, так как, быть может, в один день он станет врагом. Но и также врага сильно не отдаляй, так как есть надежда, возможно, что в один день он станет другом. Поэтому здесь, как мы знаем, есть термины как эйфория. То есть человек, когда порхает наверх от счастья, он становится слепым и глухим. Поэтому, если мы не можем сказать другу его минусы, значит, вывод: мы его слишком сильно любим. Если мы не можем сказать: друг, здесь есть у тебя ошибка, по религии это нельзя, надо его исправить. Если мы этого сказать не можем, потому что он друг, тогда мы его сильно любим, и это есть нарушение по религии. Это нарушение по шариату. И если же мы сильно в лицо говорим все грехи, тогда означает тоже нарушение. То есть, значит, мы его сильно не любим, значит, он уже враг. Поэтому, как пророк указывает на золотую середину, должна быть средний путь, где мы должны указывать на то, чтобы он прогрессировал. Поэтому здесь уместно говорить такие слова, как совет. То есть, сегодня мы наблюдаем, как люди видят минусы друг друга и стараются их исправить, и получается, образуется вражда. Поэтому здесь что должен сделать мусульманин? Он должен видеть плюсы и должен уметь давать советы на будущее. Если вы обратили внимание, то смысл таков, одинаковый смысл, такой же смысл, но уши слышат другие слова. Где первый вариант – это искать плюсы и минусы, это первое предложение. Второе предложение – искать плюсы и давать ему советы. Естественно, второе предложение ушам более приятнее, и наш друг на это отреагирует соответственно приятно, и он не будет говорить: на свое бревно посмотри, увидел занозу, начал мне исправлять. И такого отношения не будет, потому что он что говорит? У тебя плюсы такие, но я бы тебе дал бы совет. В будущем тебе нужно вот так, вот так. Смысл такой же, он все равно исправляет его минусы, но он использует другие красивые слова. Это нас учит и Коран, это нас учит и пророк Мухаммад Мустафа. Также из обязанностей друга это то, что он, как сейчас является проблемой нашего времени, это друзья заменяют электронные носители, это соцсети, где друзей больше 1000, у кого-то больше 5000, и люди в автобусах, и даже дома, и даже на работе общаются с друзьями, даже зарубежными. И вот это желание общаться со своим реальным другом уже пропадает, потому что он похож на человека, который хотел обедать, но взял какой-то хот-дог или бифштекс, нормально, как здесь принято, бульон не смог попить, первое-второе не съел, но желудок все равно взял то, что он хотел. И он что говорит? Я не хочу обедать. Но в реальности он не обедал, он только испортил свой желудок, взяв вот этот быстрый элемент для того, чтобы еще и с газировкой только испортить желудок, сделать прибыль для продавца, но для себя пользы никакой нету. И вот такой же будет аналогия с человеком, который дружит с электронными друзьями, а с реальными дружить он не сможет. У него просто не останется времени. Я как-то провел опрос, и люди именно взрослого поколения
Не молодые, которые сидят в интернете, а именно взрослые. Люди были от 45 и выше. Понимаете, они не сидят в интернете от 45. Были и 65, и 70 были люди. Они говорили, у нас нет времени встретить друга. Встретить друга что означает? Значит, его нужно стол сделать, накормить, напоить. В противном случае пойти в кафе. Не просто же эти семечки грызть на улице, как в СССР. Поэтому сказали, нет времени. Это сказали взрослые люди. То есть пример для подрастающих поколений. Сказали, больше 10 был такой вот эксперимент. Люди сказали, что у нас нет времени. И поэтому здесь мы, мусульмане, должны помнить, что дин – это насиха, насихат. Насихат мы должны делать, во-первых, не тому, кто на намаз не ходит, а тому, кто как раз-таки на намаз ходит, то есть это наш друг. То есть родственники, друзья, мы им должны делать насихат, и они нам должны делать насихат, потому что и мы можем свои недостатки не увидеть, если только друг этого не скажет. А друг скажет только тогда, когда он знает правила любви. Также пророк говорит, что перед Всевышним Творцом самый лучший из друзей тот, кто лучше относится к другу. Ин хайрлесе кем өзінің достына хайрлы рәвештә мөнәсәбәт кылган. Һәм дә иң хайрлы күрше кем күршесенә хайрлы булган. Хайрлы дигәнебез инде әлбәттә файдалы. То есть, как на прошлом вагазе говорили, мусульман тот, от языка и рук которого люди находятся в безопасности. И также друг должен знать обязанность следующую, это должен за друга молиться. То есть дуа делать, чтобы у него дела шли лучше. И также должен делать дуа, чтобы минусы уменьшались, плюсы увеличивались. И, естественно, должны быть, как уже говорили, реальные встречи, реальные разговоры, то есть дружеское отношение в реальности, то есть встречаться, в гости ходить. Так как мы знаем, когда гость приходит, приносит 10 благ, одно благо уносит, 9 благ оставляет. И завершаем хадисом пророка, где пророк говорит: «Дусларыгызны арттырыгыз, чөнки һәр мөмин өчен бер шәфәгать бардыр». Шәфәгать иң мөһим булган нәрсә, кыямәт көнендә Пәйгамбәр шәфәгать кылачак, беләбез. Һәм дә әулияулла шәфәгать кыла, һәм дә шәфәгать кыла хафизлар, кем Коръән ятлаган, һәм дә шушы хадистан күрәбез ки, дуслар да шәфәгать кылырга мөмкин. Коръәндә буларга бар ишарат, һәм дә булар чынлап та хак. Пророк говорит: увеличивайте друзей, так как они, верующие друзья, будут иметь заступничество.